Статья 228 Уголовного кодекса грозила бы этим парням, если бы их застали не местные жители, а правоохранители. Подобрать закладку и получить срок от 2 до 20 лет лишения свободы в зависимости от тяжести деяния. Не лучшая перспектива для молодых людей. Местным жителям не до шуток. Ситуация плачевная. На одной лишь улице Хадзиева они, решив противостоять распространению наркотиков, выявили около 50 закладок. Пакетики с порошком уничтожают на месте. Ну а с теми, кто пришел за умиротворением и расслаблением, проводят профилактические беседы. Ведут дозор днем и ночью, сменяя друг друга дежурствами. На закладчиков у них глаз наметан. Поведение тех, кто пришел за дозой, всегда одинаковое. Остановка на улице неизвестного транспортного средства, упорные поиски, шуршание в траве и, конечно, негодование после безуспешных попыток найти уже оплаченную ими дозу. Самих активистов мы не показываем. Действуют они лишь с одобрения старейшин. Все по букве закона. Жители вот этих улиц близлежащих проявили такую активную гражданскую позицию. Они в определенный период, когда заметили, что на этих улицах организовываются закладки, а потом приходят забирать эти закладки, то своими силами молодежи стали вот просто уничтожать эти закладки. Таким образом, вот хотелось бы, чтобы и в других населенных пунктах, городах, районах, да, селах наши жители тоже занимались, вот если есть возможность такая, если там наблюдается, что кто-то делает закладки, там еще что-то, уничтожали такие же закладки. Это, конечно же, нужно нам всем. Почему? Потому что если на нашей улице будет идти такая активная, да, торговля, распространение наркотиков, то велик шанс, что наши дети, наши близкие тоже приобщатся к наркотизации. Несмотря на всю работу, проводимую правоохранителями, религиозными деятелями, активистами и далее реабилитационными центрами, главный нарколог региона Джамбулат Ваделов констатирует, положительные изменения в борьбе с этим злом малоощутимы. Действительно, и правоохранительные органы работают. За последние 1,5-2 года изъято большое количество наркотических средств. Да, реабилитационный центр, там действительно хорошие результаты. 30-40% люди, которые вышли из реабилитационных центров, да, они проявляют трезвость более 2 лет. Это тоже очень хорошая тенденция. Но вот, тем не менее, молодежь все активнее и активнее вовлекается. Вот простой пример. За январь месяц у нас доставлена медицинское свидетельство только в одно учреждение города Назрань, да, 48 человек. Из них 46 впервые в жизни. Это 46 человек, которые впервые в жизни доставлены на медицинское освидетельствование. Из этих 46 человек 3 девушек. 25-27 лет. Понимаете, вот такая тенденция нездоровая, особенно вот последние месяцы. И даже никакие условности вроде административных территориальных границ желающему заполучить наркотики не помеха. Не то, что своих, тут еще приезжих. طبعا حوادث كوريريو يا يقول لي تشال تبعه. Соли, мефедрон, героин и прочие наркотические вещества, особенно синтетические, крайне губительны. При их употреблении человек становится раздражительным, психологически неустойчивым, подверженным к заболеваниям внутренних органов. Неспособные вести полноценную жизнь и выстраивать отношения с социумом, они, как правило, рушат чужие судьбы. Родителей, братьев, сестер в погоне за эйфорией навлекают на себя осуждение, наносят ущерб имиджу семьи Тейпа и народа в целом. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.